Чарльз Дарвин родился в Англии в 1809 году. Он был страстным натуралистом и геологом, который провел детальные исследования о природе. Чарльз Дарвин впервые заинтересовался природой во время изучения теологии в Кембридже, где он также стал заниматься коллекционированием жуков, вдохновившись своим кузеном Вильямом Фоксом. В период обучения Дарвин научился множеству важным научным навыкам, включая идентификацию вида, также систематизировать свои образцы и полевым работам. В возрасте 22 лет Дарвин присоединился к 5-летнему путешествию на корабле военно-морского обзора под названием «Корабль Его Величества Бигль» для того, чтобы служить на борту натуралистом и компаньоном для капитана Робина Филдстрея. Хоть юный натуралист Дарвин уже имел навыки в обеих науках биологии и геологии, он хотел внимательно изучить растения, животных и формирование камней. На борту Бигля Филдстрей представил Дарвину очень важную книгу «Принципы геологии». Она помогла понять, почему ландшафты меняются в результате геологических процессов, и привела Дарвина к предположению, что коралловые рифы в Тихом океане образовались в результате движения тектонических плит. Самым знаменитым местоположением во время путешествия Бигля были острова Галапагос на побережье Южной Америки, где Дарвин провел 5 недель, изучая различных животных и растений, включая зябликов, черепах, в частности пересмешников. В период путешествия Бигля Дарвин собрал 1000 природных образцов птиц, растений и камней со всего мира, включая 13 видов рябчика с острова Галапагос. Дарвин записывал все свои наблюдения в период долгого путешествия, и вместе с его дневником записи сформировали основания для его книги «Журнал исследований», далее известного как «Путешествие Бигля». Сам Дарвин считал свое путешествие на корабле самым важным в его жизни событием. По возвращении в Великобританию Дарвин озадачился географическим распределением полезных ископаемых, которые он собрал в путешествии. Он заметил, что в то время как во всему миру существуют вовсе не меняющиеся существа, некоторые особи показали физические изменения, основанные на экологической среде, из которых они появились. Это было особенно заметно в его исследовании галапагосских рябчиков, которые имели различные клювы и когти в зависимости от доступного для них вида еды. После обширных исследований и дискуссий с другими учеными, Дарвин развил идею, что все виды эволюционировали через процесс естественного отбора, в ходе которого некоторые особи успешно адаптировались и справились с изменениями, а те, кто не смог приспособиться, в конце концов умирали. Эта теория была позже опубликована в ее книге о происхождении видов. В этом видео вы узнали важное исследование в развитии одной из самых знаменитых биологических теорий. Что еще вы знаете о жизни Дарвина как натуралиста?